Здравствуйте! В эфире телеканала «Салям» и Ишимбайские новости, в студии Дина Мурзина. В Ишимбае благоустроят парк и площадь. Согласно результатам рейтингового голосования, в котором приняли участие более 15 тысяч человек, в Ишимбае в следующем году сделают ремонт в Центральном парке культуры и площади первооткрывателей башкирской нефти. На эти цели из республиканского бюджета в рамках проекта формирования комфортной городской среды выделят 31 миллион рублей. Администрацией Ишимбайского района проводится рейтинговое голосование по отбору территорий, которые будут нами благоустраиваться с 2020 по 2024 годы. Избирателям представлено 10 территорий на выбор. И та территория, за которую проголосуют больше людей, она будет благоустраиваться в первую очередь. Та, за которую меньше, соответственно, в последнюю очередь. За объекты-победителей проголосовало больше всего жителей города. Далее в рейтинге идут набережная реки Белый, сквер имени Гагарина, парк имени Губкина, парк Победы, микрорайон Южный, сквер молодежи, сквер машиностроителей. Ишимбайцы все еще могут внести свои предложения, обратившись в администрацию городского поселения по адресу проспект Ленина, 60 или позвонив по телефону в Ишимбае 4 17 77. Напомним, что программа формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Выставка картин Александра Коробицына открылась в Ишимбайской картинной галерее. Она приурочена к 80-летнему юбилею художника. Уроженец Архангельска Александр Коробицын почти всю жизнь прожил в Ишимбае. Работал спасателем, а свободное время посвящал творчеству. Учился живописи он в художественной мастерской у Ивана Павлова, посещал столичный музей, где впитывал в себя каноны русского реализма. На суд зрителей он представил около 60 своих работ. Наша съемочная группа побывала на открытии. В этом зале Александр Коробицын выставляется уже в 5-й раз. Нынешняя выставка юбилейная. На суд зрителей выставлено 64 картины. Александр Иванович написал их за последние 5 лет. Это сегодня Коробицын полноценный и самостоятельный художник. Начинал он свои занятия с копирования картин Виктора Васнецова и Ивана Шишкина. Своими главными учителями называет Ивана Павлова, выпустился из его художественной студии, Михаила Карташова и Михаила Кузнецова. Эти профессиональные художники вели Александра и занимались с ним на протяжении 50 лет. Ишимбаец пишет в стиле реализм. Его волнует жизнь во всех ее проявлениях. Все, что нас окружает. Я за модой не гонюсь. Я отражаю то, что меня наболело на душе или что меня задело. Я если иду, какой-нибудь цветок даже на асфальте задел, мне хочется его выразить, как он через асфальт пробился или чего. Вот и я стараюсь выразить вот это все, передать душевный свой настрой и, так сказать, выразить, передать свои чувства, ощущения. Самый главный учитель для художника – природа, муза – жизнь. Нужно быть очень внимательным, говорит живописец, чтобы заметить то, мимо чего другие проходят. Цвета мастер подбирает тщательно, согласно содержанию картины. Тяготеет к изображению пейзажей, портретов, натюрмортов. Интересна художнику и сюжетная картина. Этот художник, наверное, в Ишимбае единственный, кто именно продолжает традиции русского изобразительного искусства. Именно в понимании конца XIX века, настоящему пониманию русского изобразительного искусства. Мастер кисти Александр Коробицын уже принял участие в 73 выставках. Другие художники отзываются о коллеге как о приветливом и надежном товарище, активном и ищущем художнике. Елена Рей, Артем Наговицын, специально для информационной программы. В Ишимбае налоговая служба провела День открытых дверей. В рамках всероссийской акции ишимбайцев проконсультировали по вопросам, связанным с начислением и уплатой имущественных налогов, налога на доходы физических лиц. В связи с тем, что 1 декабря приходится на выходной день, срок уплаты имущественных налогов за 2018 год до 2 декабря 2019 года. Если вы не оплатите налог, то с 3 декабря за каждый день будет насчитываться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования. Уплачивая налоги своевременно и в полном объеме, мы обеспечиваем будущее себе и своим детям. Специалисты службы подробно рассказали, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в муниципальном районе, о возможностях оценки качества обслуживания в территориальных налоговых органах и интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц. Всего в рамках акции «День открытых дверей» налоговую службу посетили более 1000 человек. По словам сотрудников службы, от собираемости имущественных налогов зависит благополучие каждого из нас. Собранные
собранные в качестве налогов средства идут также на содержание местных дорог, обеспечение горожан и сельчан бесплатными медицинскими и образовательными услугами. Более 2 лет в Ишимбае существует открытый клуб активных пожилых людей СССР, что значит «сами себе создаем радость». В клубе пенсионеры участвуют в различных мероприятиях, общаются и путешествуют, открывают для себя много нового. Совсем недавно участники клуба отметили новоселье в новом помещении, а на днях в Центральной библиотеке города прошел выездной мастер-класс. Его провели члены Общественной палаты республики. Уфимские гости поделились своим опытом и знаниями. Наш корреспондент продолжит тему. Мастер-класс не случайно называется «Делай как я». Организаторы поделились опытом с пожилыми людьми, подробно рассказали, как организована работа со старшим поколением в нашей стране и республике, озвучили методики работы. Для пенсионеров республики проводится немало мероприятий, выставки, концерты, фестивали и конкурсы. По словам члена Общественной палаты республики, работу с пожилыми людьми важно развивать и охватить самые дальние уголки Башкортостана, чтобы пенсионеры не чувствовали себя одинокими. Мы услышали, в Уфе на выступлении одном из семинаров вашего представителя, он рассказал, что в Ишимбае создан клуб под красивым названием «СССР». И расшифровывается он как «сами себе создаем радость». А вот это именно главная идея всей нашей работы со старшим поколением, что надо, чтобы не начальники или там клубные работники плясали перед старичками или бабульками, а чтобы сами себе организовывали, чтобы сами создавали себе досуг, сами продлевали себе долголетие. Членов клуба СССР объединяет главное – желание узнавать новое и жить позитивно. Клуб работает по 15 направлениям. Среди них есть и патриотическое, историческое, эстетическое, здоровье, физкультура, психология, красота. При клубе работает 6 кружков. Участники могут найти занятия на любой вкус. Мы собрали удивительных людей. На сегодняшний день у нас более 75 человек. Это люди, которые жаждут многое узнать. То, что им не удалось узнать когда-то. Вот. Увидеть многое, то, что не удалось когда-то увидеть. И поэтому у нас очень много мероприятий, очень много встреч, очень много поездок. Члены клуба уже посетили практически все музеи, картины и галереи нашей республики, увлекаются историей и искусством. Немало путешествуют. Мы много путешествуем. Были в Аркаиме, в Питере, в Москве. Большая группа была даже в Турции. Этой осенью группа ездила в Крым. Мы видим мир, посещаем исторические места. Каждый пришел сюда не случайно. Кому-то интересно общение, кто-то хочет проявить себя, заняться своим развитием и здоровьем, узнать новое. Меня пригласила подруга в клуб на вечер встречи, на вечер поэзии пригласила как гостью. Я пришла, послушала, посмотрела на людей. Мне очень понравилось, и я с этих пор начала ходить в клуб. Участники клуба утверждают, здесь все нашли единомышленников и получили все необходимое для того, чтобы радовать себя и окружающих. Елена Рей, Ильназ Бекузин, специально для информационной программы. Участниками муниципального этапа конкурса «Молодая семья-2019» стали 5 семей. По традиции они рассказали об истории своего рода, показали визитные карточки. Самые маленькие участники команд проявили свои таланты в детском творческом конкурсе. А еще конкурсанты удивили жюри и зрителей кулинарными шедеврами. О том, какая семья лучше других справилась с заданиями и удостоена звания «Молодая семья-2019», смотрите в следующем сюжете. В конкурсе приняли участие все желающие молодые семьи города и района. Главное условие отбора – возраст членов семьи не старше 35 лет. Основная цель мероприятия – популяризация семейных ценностей, повышение авторитета семьи в обществе. Участники прошли несколько этапов соревнований. Среди них семейная выставка «Помним о прошлом, строим будущее», где конкурсанты рассказали об увлечениях своей семьи. Далее по традиции визитная карточка, презентация семьи, также детский творческий конкурс и презентация семейного блюда. Готовится за мгновение и любит, и любит, и любит весь кто? Вкуснейший бульончик, ролл-то
Иван, кушай, дорогой. Члены жюри совещались долго. По их словам, каждая семья талантлива и достойна победы. Каждый участник показал и проявил себя. Мне впервые посчастливилось принять участие в подобном конкурсе, в качестве жюри тем более. Очень понравилось. Мы с членом жюри, нам было очень трудно выбрать победителя, потому что у всех подготовка была на высочайшем уровне. Буквально баллы мы там сотые, десятые единицы у нас разошлись, и друг от друга они там, на 1-2 сотые баллов отличались. И все же выбор был сделан. Гран-при конкурса получила семья Загидулиных из села Верхнее Ткулово. Им предстоит новый этап. Победителям необходимо пройти отборочный этап на республиканский конкурс, заочно подготовить и отправить в Уфу видеопрезентацию. В конце ноября в столице республики состоится финал республиканского конкурса «Молодая семья». На этом конкурсе мы неоднократно уже участвовали в качестве болельщиков и решили попробовать себя при участии. И даже неожиданно выиграли гран-при. Как бы сказать, дети тоже прям показали себя с хорошей стороны. Надеюсь, в дальнейшем будем пробовать себя и дальше. Всем спасибо, кто пришел, кто за нас болел. На протяжении месяца участники готовились к состязанию и упорно шли к победе. Собирались и репетировали по вечерам после работы. Спасибо хочется сказать огромное этим семьям, что несмотря на различные проблемы, несмотря на нехватку времени, они все равно как-то старались, и стремились даже не к победе, а к участию, к раскрытию всех своих творческих каких-то моментов на сцене. Элена Рей, Артем Наговицын специально для информационной программы. И новости спорта. На прошедших в Ишимбае чемпионате и первенстве республики по кикбоксингу в дисциплине фулл-контакт хозяева завоевали 10 медалей, в том числе 6 золотых. В соревнованиях, которые проходили 3 дня на ринге Дворца спорта, приняли участие около 200 спортсменов из Ишимбая, Салавата, Стерлитамака, Уфы, Мелеуза и других городов и районов Башкортостана в возрасте от 12 и старше. По итогам турнира победителями в своих возрастных и весовых категориях стали ишимбайцы Антон Овечкин, Ильнар Ишимбаев, Артур Мукминов, Данила Макаров, Марсель Латыпов, Иван Орлов. Второе место занял Ильдар Файзулин. Бронзовыми призерами стали Илья Мордовин, Рустам Асылгараев, Раян Каримов. Организаторы турнира – Министерство молодежной политики и спорта Республики, Федерация кикбоксинга Республики и спортивная школа Ишимбая. В Ишимбае прошел бесплатный семинар для представителей малого и среднего бизнеса. Первый и один из главных вопросов встречи – меры государственной поддержки агробизнеса. Этим активно занимается Центр сельхозконсультирования Башкортостана. Специалисты Центра подробно рассказали о грантах, субсидиях и бесплатном обучении, на которые могут рассчитывать сельхозпроизводители, а также владельцы личных подсобных хозяйств. На сегодняшний день в Республике Башкортостан имеется ряд программ по поддержке и развитию фермерских хозяйств и сельскохозяйственно-потребительских кооперативов. Есть гранты, есть субсидии, есть любые другие виды поддержки, есть обучение бесплатное, которое могут пройти и крестьянско-фермерские хозяйства, и члены кооперативов. Наш центр ведет эти программы, мы проводим консультационную работу со всеми, кто хочет заявиться на данные программы, и приглашаем всех в наш центр Пушкина 106, Центр сельскохозяйственного консультирования. Доведем до результата любую инициативу, которую проявят наши и личные подсобные хозяйства, и фермеры. Такого рода семинар в районе проходит впервые. И не только для ишимбайцев. Получить информацию пригласили и предприниматели соседних городов и районов. Эту работу в администрации муниципалитета намерены продолжать. Главная задача – выработать систему поддержки предпринимателей, знакомить с поправками в законах, оказывать информационную поддержку. Тему мы выбрали не случайно, потому что в ходе работы проведения процедур по закупкам участниками выступают из соседних городов, из соседних регионов нашей республики. Это Татарстан, с Челябинской области, из Москвы участвует много. И из нашего региона бывает даже не участвует в наших закупках. Дать больше информации для наших предпринимателей, обучить их, как участвовать, как правильно подать документы, как выиграть в госзакупках, и как без пени и штрафов
исполним данный контракт. Такого рода семинары проводятся в республике в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реализуемого согласно указу президента России. И на сегодня это все. Всего доброго. До свидания.